Ми продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Будемо сьогодні разом з вами працювати у цій студії, обговорювати найактуальніші новини як України, так і світу. Ну а взагалі хочу спочатку привітати гостя цієї години нашої студії. Це Бачу Карчалава, прес-атташе посольства Грузії в Україні у 5-10 роках. Я вас вітаю. Добре. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Одразу хочу сказати, що будемо говорити на тему найгучніших справ, судових подій і так далі. Взагалі, що трапилось у 2017 році. Але спочатку хочу повернутися до оперативних новин. Справа в тому, що Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив на своїй сторінці у Фейсбук про затримання директора міжнародного аеропорту Миколаїв Галайко. За версією генпрокурора, Галайко запропонував голові обласної держадміністрації Миколаївщини 700 тисяч гривень за продовження трудового контракту. Галайко затримано на гарячому в службовому кабінеті голови Миколаївської ОДА. Він став 9424-м корупціонером, затриманим правоохоронцями за 2017 рік, додав пан Луценко. Пане Бачу, коротко хочеться почути ваш коментар стосовно ось цих гучних затримань. Я не знаю деталі діла, А справи, деталі зараз ніхто не знає. Що затримано і все. Чергове гучне затримання. Нельзя ж рассуждать о художественном фильме, воспринимая его по рассказу другого человека. Надо понимать, что там за детали, как это было. Сейчас у меня, правда, нету деталей. Это к вечеру, наверное, буду что-то знать уже более конкретно. А якщо більш узагальнено, ми от цього року спостерігали дуже багато таких гучних затримань, але по факту жодного з рішень ми не побачили. Это вот то, о чем мы до начала передачи говорили, да? А підсумки, результат это когда ты можешь конкретно что-то сказать. Вот обмен пленными прошел, это результат. Там экономика вырастет, не вырастет, тоже результат. Результаты это конечная цифра, которую ты можешь представить. 9 тысяч там с чем-то задержанных, это хорошо. Сколько приговоров, сколько село реально, сколько конфискованного имущества в результате этих приговоров. А що заважає отримувати нам такі підсумки? Судебная система, отсутствие профессиональных расследований и так далее. Аспектов много, но это то, о чем постоянно нам говорят, что надо сделать реформы для того, чтобы вы научились давать результаты. Что такое реформа? Это изменение системы, изменение подходов. Вот слабые реформы, слабые результаты. То есть создаем видимость реформ, и результаты создают видимость, что они есть. Ответ. Это все взаимосвязанные вещи. І от як я анонсував, про підсумки, не підсумки, я не знаю, як правильно назвати, як ми з вами поза ефіром говорили, але все ж таки хочу з вами пройтись по найгучнішим справам, скандалам, які були цього року. Почнемо з пана Насірова. Першим гучним затриманням року стала справа тоді ще голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Його звинувачували у наданні податкових відстрочок компаніям депутата Олександра Онищенка, який втік з України після порушення проти нього низки справ. Пана Насірова з проблемами доставляли до суду, ще більше скандалів було під час обрання йому запобіжного заходу. Врешті його відпустили під заставу у 100 мільйонів гривень, а розгляд справи по суті почали наприкінці цього року. Спочатку, взагалі, ця справа, якщо пам'ятаєте, починалася з ось цих ковдр, які вже стали мемами, почалося з інфаркт, там що тільки не було. Він, як зараз пам'ятаю, тоді, що ми там були під лікарнею, куди його привезли, він 2 години там перебував. Тобто, чому у наших судах, і знову ж таки, пам'ятаєте справу ректора Петра Мельника, так само йому стало зле, якраз перед початком розгляду судової справи і так далі. Который, кстати, совсем не виновен оказался. Виявилось, що взагалі не винен, так, як Майкл Щур казав, пам'ятаєте, не винен співпадіння, не винен співпадіння, да? От знову ж таки, повертаючись до справи Насірова, чому у наших судах завжди вже традицією стало, що стає зле людям, яких підозрюють? Потому что проходит. И чему це досі працює? Нет, потому что проходит. Вот смотрите, представьте, что господина Насырова, у него есть второй паспорт подданного Великобритании. Вот представьте, господина Насырова привозят в судный двор королевский, правоохранительные органы. И он говорит, что я умираю, у меня инфаркт, накрылся одеялом. А через 3 дня
Оказывается, что он не умирает, у него все хорошо, и это он просто симулировал. І став головою спілки карате, дзюдо. Ні, дзюдо. Дзюдо. Президентом Федерации дзюдо. Вот представьте, какой приговор вынесет британский судья. Вот мы сейчас в конце этого года все обсуждали о том, что вот лондонский высший лондонский суд заблокировал 2,5 миллиарда активов господина Коломойского. И почему-то господин Коломойский и господин Боголюбов не могут там изображать из себя страшно больных, там брыкаться. Ну вот, потому что там судебная власть, это судебная власть, ей доверяют. А у нас же можно там то под одеялом полежать, то штаны снять, как господин Мельник делал, что-то показать. И потом еще плюс ко всему суд скажет, что ты святой человек. Так не бывает. Ну вот это результат, знаете, один из философов сказал, что государство беззакония это не то государство, где нет законов, а то государство, где чиновники трактують закони по своєму усмотренню. А невже, от знаєте, як от у Фейсбуці, якщо бачили, сам найвідоміший суддя американський, який Это знаменитая история, но там Так. не совсем простая история. Он был судьей, сейчас это телешоу, шоу суда. Но, смотрите, американский судья принимает очень правильные решения. Я знаю про это шоу, я много передач смотрел. Но он их мотивирует, почему он так принимает эти решения. И там не только оправдательные решения, там есть и обвинительные решения. Но понимаете, в чем дело? Есть вещи, он же там не рассматривает там, коррупционные дела, он не рассматривает какие-то другие вещи. Там, убийство. Вот у нас за убийство, оказывается, можно получить условный срок. Сказать, что это хулиганство. 2 роки. 4. Ну, 4, С да. Крысиным, да. З Крисіним. Ну вот, понимаете, в чем дело? Это важные вещи. Система, она не должна принимать добрые решения. Но Фемида, она слепая. Почему? Она слепа, потому что она принимает, ну, как бы это сказать, справедливые решения. Да, она взвешивает все факты, там, хорошие, плохие. А если решение, принятое Фемидой, никак общество не может понять, потому что это странное решение для общества, а Фемида не может быть оторвана от общества. Ну вот, вроде бы начинают сейчас судебную реформу, только к Просто, чему мы знаєте, придем, непонятно. воно зі сторони от все зрозуміло. Є очевидні факти. Навіть от вже відео не є доказом, да? Навіть там після експертизи і так далі. Так само, от, якщо беручи справу Насірова, знову ж таки, от, до чого я вів взагалі це порівняння з цим телешоу, де ми ж всі чудово бачили, що коли Насірову вже все там, оця тяганина і вже така суспільна увага, громадська увага на це судове засідання так потроху почала згасати, йому різко стало нормально. Різко одразу стало. Чому от, суд не звертає на вы це не уваги? удивляетесь, если как в случае с господином Мельником через несколько лет это окажется святой человек со всеми удобствами? Да. Если не поменяется система. Яким чином зараз цю систему можна міняти? Коротко. Радикально. Радикально. Створення антикорупційного суду до цього. В том числе это Це один з маленьких. один из этих, ну, во всем остальном, знаете, вот мы когда прописываем условно закон, да, и у нас в законе прописывается история, что судьей может стать человек, который до этого 5 лет имеет опыт работы в судебной системе, так тогда мы новых людей нигде не найдем. А если прописать, что там человек, условно, свыше 35 лет, у которого есть 10 лет юридической практики, но в то же время надо понимать, что когда ты набираешь, у них должна быть хорошая зарплата, они должны быть под постоянным контролем системы. И при первых же нарушениях не нужно говорить, что вот, ну это вот. Просто нарушил человек, пошел домой или пошел в тюрьму, из двух одно. В зависимости от уровня нарушения. И когда, понимаете, побороть полностью коррупцию или побороть полностью какие-то проявления такие невозможно. Их возможно максимально минимизировать и постоянно держать под контролем. Ну, знаете, там, почему слово ФБР на всех наших чиновников и олигархов навевает ужас? Потому что если на тебя сядет ФБР и будет тебя контролировать, и ты что-то не то делаешь, они обязательно это найдут. Вот господин Фирташ на себе, например, чувствует всю доброту ФБР.
Ще одну справу хотів зачепнути, продовжуючи ці гучні справи. Навесні 17-го року під удар НАБУ потрапив і один з найвпливовіших представників команди Народного фронту Микола Мартиненко. Захищати політика у суді під час обрання запобіжного заходу прийшли ледь не всі представники партії в уряді на поруки, яким його і відпустили. Знову ж таки, ще одна гучна справа, була прикута увага громадськості, і було... Ну, там тоже, да, насколько знаю, это дело в суде, и там что-то суд никак не может начать его рассматривать. Ніяк не може почати. От його взяли на поруки. Це взагалі... Чи яка... Господина знаєте, Мартыненко в Швейцарии есть какое-то дело, где ему тоже придется доказывать, что он не виновен. Насколько я знаю, по Европе будет еще несколько дел на господина Мартыненко. Я думаю, ему будет весело жить. Чи можливо взагалі от скасувати такі дії, таку річ, як от взяття на поруки? Не, ну, это нельзя упразднять, но это надо применять не вот где попало и как попало. Есть определенный вид там, нарушений, где можно брать. Ну, условно, смотрите, ну, понимаете, в чем дело? Ну, у нас же как, у нас вообще европейскими демократическими законами очень любят прикрываться коррумпированные чиновники. Это аксиома, которая известна давным-давно. Поэтому в странах переходного периода, на переходной период в законодательстве для определенного рода... Ну вот убийцу можно выпускать на поруки или нельзя? Как вы думаете? Я гадаю, ні. Да, вот все правильно. Его нельзя выпускать на поруки. А человека, который условно совершил, допустим, там, не уплатил налоги. Но если мы в Швейцарии, это вообще не уголовное преступление. А если мы, ну, у нас где-то считается уголовным преступлением, но его лучше выпустить на поруки. А если он оплатит ущерб, который ему инкриминируется, да, то тогда его даже сажать не нужно. Но он покроет ущерб, и на этом можно закрывать дело. Просто поймите, что есть такое хорошее высказывание, что благими намерениями выложена дорога в ад. Есть виды преступлений, где можно это применять, есть виды преступлений, где нельзя это применять. А когда это применяется вот в любом случае, то это, ну, как коррупционные дела, не, ну, знаете, у нас в Украине все считают, что коррупция это только лишь получение неправомерной выгоды. Нет. Коррупция это более обширное понятие, это схемы какие-то, это какие-то заведомо невыгодные государству контракты и так далее. Это, ну, то есть НАБУ что пытается? НАБУ пытается нам рассказать, что вот здесь вот так неправильно уложен контракт, поэтому кто-то мог получить больше прибыли, чем нужно. Или чем это диктует рынок, условия рынка. А говорят, нет, вы покажите, где они взятку взяли. Ну, не обязательно взять взятку. В мире коррупция давно уже это не только взятка. И весь мир с этим борется. А мы пытаемся, ну, не знаю, изобрести велосипед. Ці схеми мають на увазі ті схеми, які зазвичай суспільству не показують. Нет, Суспільство, ну яке не знає. откуда общество может знать, допустим, сколько стоили в случае с Мартыненко запчасти, производимые компанией «Шкода» для атомных электростанций? Вот может об этом общество знать? Оно имеет представление? То есть у нас, что мы хотим сказать, что у нас каждый гражданин ходит и покупает запчасти «Шкода» для атомных реакторов? Нет, не покупает, они даже не понимают. Як вони виглядають взагалі? Ну вот, а там говорится о том, что эти запчасти были куплены по завышенной цене, и дальше даже вот по платежкам показано, как деньги уходили. Или если ты условно производишь продукт в Украине, почему ты деньги не получаешь, как часто в случаях бывает в Украине, а получаешь их где-то в офшорах, которые не подлегают налогообложению потом в Украине. Это называется просто, если там совсем просто так, называется коррупционные схемы, а так просто сказать воровство из бюджета страны Украины. І ще до однієї справи гучної. Перейдемо. Влітку 2017 року Україну струсив ще один скандал, пов'язаний з розслідуванням НАБУ. Агенти бюро під прикриттям зуміли задокументувати нібито організовану депутатами від БПП та Народного фронту Бориславом Розенблатом та Максимом Поляковим корупційну схему у сфері видобутку бурштину. Верховна Рада навіть дала дозвіл проводити щодо них слідчі дії, проте справа до суду ще не дійшла. Знову ж таки, це от як на початку програми ефіру ми згадували про відеодокази. Да? Яким чином тут можна взагалі розглядати продовження ось саме цієї справи? Тому що ну, мені важко, чесно кажучи, уявити, зараз зрозуміти взагалі, чи може дійти до якогось логічного кінця ця справа, чи не може. Если она не дойдет до логического конца, то это будет абсурдно.
Потому что вот мне очень нравится, там часто господин Розенблат, господин Поляков выступают, они говорят, на видео совсем не так, как было, это совсем друг. От про те, що я казав, чому зараз вже доходить до такого. Були часи, пам'ятаю, що казали, коли ще не було смартфонів, вони тільки з'являлися, казали, що от у кого є телефон або якась бодай можливість щось знімати, одразу знімайте, це одразу буде доказом у суді. Щойно з'явилися телефони, купа ось цих прихованих камер і так далі. Зараз вже у судах кажуть, ні, я такого не казав, то монтаж, як люблять зараз казати, змонтовано, то неправда. І взагалі, от як ви кажете, взагалі такого не було, як на відео. Знаете, есть, по-моему, в «Зеленой миле» у Стивена Кинга хорошо, там где есть вопрос. Типа, а ты, говорит, в чем виновен? Он говорит, мы здесь все невиновные сидим. Ну, если, ни один человек никогда не признается, что он в чем-то виновен. Но то, что мы видели на видео с Поляковым и с господином Розенблатом, ну вот на рассуждение обществу. Виновны или невиновны? А в суд, дело должно дойти. А если суд скажет, что это святые люди ни в чем не виноваты, то, понимаете, каждое такое решение суда – это минус в системе. И система, чем больше себя дискредитирует, тем хуже ей будет потом. Это должны понимать и эти же судьи и прокуроры. Они тоже не вечны. И, есть вещи, которые, вот как закономерность, да, солнце сначала всходит, потом заходит. Вот такая же закономерность. Если ты не вершишь правосудие в доме правосудия, то это правосудие будут вершить на улицах. И надо понимать, что все вот мы сейчас говорим, там не так, тут суд не могут начать, там приговор условный, тут общество давно требует, чтобы эти вещи наказывались. Что нельзя там делать нехорошие вещи в надежде на то, что потом тебя за это похвалят. К сожалению, справедливость, она так устроена, да, ее можно обмануть несколько раз, можно оттянуть ее во времени, еще что-то, но она обязательно настанет. Цікава ваша думка стосовно того, як продовжувались вже ці справи, коли вже розсекретили агентів. Це взагалі глупость, я такого в житті не слышав, будь ласка, не видів. я, чесно кажучи, готуючись до ефіру, я стежив за цими усіма перипетіями стосовно агентів, але я починав вже в деяких моментах плутатися і не міг дійти взагалі, зрозуміти, що це взагалі відбувається і на що це робиться. Тобто таке дискредитувати один із органів, в даному випадку НАБУ. Ставлять палки в колеса, боротьба, як я в одному з ефірів почув, сказали, боротьба з боротьбою антикорупціонерів. Смотрите, система выстраивалась десятки лет. Да, 2 десятка лет выстраивалась система коррупционная. Сейчас понятно, что что мы хотим себя убедить в том, что мы можем прийти к каким-то людям, которые там получают суперприбыли уже много лет, и сказать, знаете, вы перестаньте так делать, потому что теперь так делать нельзя. Вы думаете, они перестанут это делать? Воровать. Они привыкли воровать из бюджета столько лет. А сейчас пришли там какие-то люди и говорят, не воруйте. И они говорят, ой, да, мы не будем воровать. Для этого создаются органы. Органы создали сейчас. А он тут может $1 миллион в месяц потерять, или в день, или кто-то там, не знаю, в 3 дня получает. Естественно, эти люди будут сопротивляться и пытаться дискредитировать этот орган как таковой. Ведь до этого все было хорошо, а тут раз, и вдруг нехорошо. Поэтому надо понимать, да, это закономерная борьба, но то, что это делается, условно рассекречиваются агенты, еще раз говорю, я даже не знаю, что об этом сказать, я не слышал даже, не то, что не видел, не слышал, чтобы это такое происходило хоть в какой-то стране мира. Потому что везде, если вдруг агент был рассекречен случайно, да, то на устранение этой вещи бросаются все силы спецслужб. А теперь представьте, когда рассекречивается одним государственным органом агенты другого государственного органа, а теперь давайте скажем честно, кто после этого захочет работать в этой системе. Опять же, какие-то ноу-хау наши, да? Мир таких ноу-хау не знает.
И ведь самое интересное, никто же после этого не приехал к нам и не сказал, поделитесь с нами опытом, как такое делать, это ж так классно. А этим действием все органы государственной власти подвергли себя тем, что их восприятие среди спецслужб всего мира еще больше снизилось. Это говорит о том, что иностранные спецслужбы будут еще меньше контактировать с вами после этого. Трошки інформації про протистояння ГПУ і НАБУ. Нагадаю, що наприкінці листопада відбулося протистояння між НАБУ та ГПУ. Детективи бюро під прикриттям розслідували справу про можливе хабарництво у Державній міграційній службі і незаконний продаж українських паспортів. Агенти нібито зафіксували низку корупційних дій. Проте 29 листопада працівники ГПУ та СБУ затримали їх під час провокації на хабар першої заступниці голови Державної міграційної служби Діни Пімахової. Тоді НАБУ заявило про затримання низки своїх детективів і зрив антикорупційної операції. Генпрокурор Юрій Луценко звинуватив НАБУ у незаконних діях, адже провокація хабара в Україні законом заборонена. Прокуратура оприлюднила персональні дані низки агентів НАБУ під прикриттям. У скандал фактично втрутились представники посольств низки західних країн та США, які виступили на підтримку НАБУ. Хто від цього виграв, а хто програв? І кому взагалі можна у кар'єрі поставити плюси? Від таких дій? Никто не выиграл, никто не проиграл. Проиграла вся страна в целом. А выиграть никто не выиграл. Кто из них выиграл? Еще раз говорю, как вы себе представляете, сейчас, тогда все должны выйти и государственную тайну рассказывать в телевизоре. Идиотизм. Это чемпионат мира по идиотизму был. И в нем победили все дружно. Я не понимаю, что значит рассекретить агентов спецслужбы. Это спецслужба, работающая точно так же на Украину, как любая другая спецслужба этой страны. Тогда, значит, тогда эта спецслужба должна рассекретить других агентов. Тоже идиотизм будет. Тем более, господин Сытник там четко тогда сказал, что мы вынуждены прекратить все операции, потому что на самом деле мы разрабатывали не эту госпожу Пимихову, а большую сеть. На прес-конференції сказав одразу. Да. Если в законодательстве там прописано, что нельзя провоцировать взятку, так поменяйте законодательство. Весь мир давно уже провоцирует взятки. А иначе эффективной системы борьбы с коррупцией не будет. Просто в Европе есть определенные отношения, просто говорят, что не все спецслужбы должны иметь право это делать. Это да, правда. Например, спецслужбы, которые направлены на антикоррупционные, по борьбе с антикоррупцией, они должны это не иметь права. В том числе и СБУ должно иметь право на провокацию взятки. А как иначе? Если, знаете, когда надо вскрывать огромные сети, а здесь авгии конюшны в плане коррупции, которые надо чистить. И меры должны быть жесткими и эффективными. Иначе будут у нас нескончаемые Насыровы и судьи, которые не очень-то верят справкам, виданим британськими спеціальними службами. Ви сказали, що в даному випадку плюсів, мінусів немає, програла загалом Україна. В даному випадку. Да, потому что, представьте, у нас послы начинают поддерживать ту или иную структуру для того, чтобы как-то погасить конфликт. То чому тоді цей конфлікт вони не могли вирішити якось не публічно, а вирішити між собою тихенько? Навіщо це виносити на загал? Від перших Потому что людей, одна часть правоохранительной системы пытается дискредитировать другую часть правоохранительной системы. Нащо тоді створювали в даному випадку НАБУ, якщо потім йде дискредитація? Думали, что можно пропетлять, что это не создаст неудобств, зато откроет дорогу дешевым кредитам и так далее. Но с НАБУ получилось, и САП не совсем красиво. Они, оказывается, готовы работать. Це, знаєте, якщо не помиляюсь, Сергій Лещенко колись в одному з інтерв'ю сказав, що коли створювали НАБУ, то депутати не знали, що копають собі яму. Да. Чи можна зараз так продовжувати стверджувати?
Чи Да, во-первых, депутаты не знали, что копают яму. Во-вторых, давайте скажем так, что правоохранительная система сама не понимала, что все-таки возобновится, появится конкуренция, и другим структурам тоже придется бороться с коррупцией. Вот посмотрите, Генпрокуратура сейчас активно борется с коррупцией. потому что, 9424 затримання. ну, казали. по сути, задержание не есть приговор. Да. Да, Це ну, правильно. Это, знаете, это часто, когда экономисты считают экономику, я всегда людям говорю, что не слушайте то, на сколько процентов кто вырос. Что это вообще не показатель. Вот сейчас там, у нас часто любят говорить, вот наша экономика выросла на 2%. Но если американцы говорят, что их экономика выросла на 2%, чтобы вы понимали, это где-то 700 миллиардов долларов. А украинская экономика на 2%, это 2 миллиарда долларов. То есть, а рост американской экономики на 2% это 7 ВВП Украины рост. Поэтому, или там, допустим, а после там, если у вас экономика упадет там на 50%, для того, чтобы ее поднять до прежнего уровня, она должна вырасти уже не на 50, а на 100. Поэтому вот экономисты часто манипулируют этими цифрами. Точно так же у нас и прокуроры научились манипулировать цифрами. Ну, звучит хорошо. 9 тысяч, там, 10 тысяч задержаний. Хорошо звучит. Приговоров сколько? Ну, знову ж таки, А вот тут, когда сопоставить, да, эффективность задержания и приговоров, оно будет мало. Сколько суд передано дел, сколько закрыто, сколько не закрыто. Ну, это, тогда надо всю выкладку давать. Но это уже для статистов. Знаете, обычные люди поймут, есть коррупция или нет, на бытовом уровне, когда они будут сталкиваться, и с них не будут брать взятки, не будут им создавать специально барьеры, задержки и так далее. Когда система будет работать быстро и эффективно, и они даже не будут думать о том, как обойти эти все механизмы, которые там специально создает бюрократическая система. У нас же любят принять как можно больше законов, как можно больше исполнителей должно быть под этими законами. А Лао Цзы еще когда-то сказал, да, много веков назад, что больше законов, больше бандитов. Как раз имея в виду чиновников. знову ж таки, хотів додати, що гучне затримання було Петра Мельника, а вже от виявилося, що це взагалі свята людина. Да, со всеми удобствами. И вообще, и он... Все виноваты, кроме него. Добре, якщо взагалі оцінити роботу антикорупційних органів, зокрема САП, НАБУ, як от ви можете їх зараз оцінити і чи можна взагалі оцінювати? Ну, знаете, я вот оценивать работу этих органов должны аудиторы, которые будут иметь доступ ко всем документам. Знаете, вот профессиональные вещи оцениваются профессионально. Если мы будем оценивать так, как у нас пытаются политики некоторые преподать, то тогда там эффективность армии можно оценивать по количеству выстреленных патронов. Но это же будет неправильно и нечестно. Сколько патронов выстрелила и не выстрелила армия, это одно дело. А вот эффективность армии – это совсем другое. Точно так же и эффективность правоохранительной системы. Она оценивается не тем, что сказали политики или какой политический фон вокруг тех или иных вещей, а какие проведены операции, насколько они сложные. Но это все секретные документы, поэтому для этого существуют специальные аудиторы, которые должны это оценивать согласно закону. Добре, якщо антикорупційні органи, а тут ще й створюється ДБР зараз у процесі. Які взагалі сподівання можуть бути на ДБР? Чи є вже якісь... Пока никакие, он в процессе создания. Идея замечательная. Руководство выбрано. Что будет, увидим. Ну вот, знаете, процесс оценить нельзя, можно оценить результат. То, что старая система требует изменений, это мы все знаем. Если не делать новую систему, то ничего не изменится. Знаете, это как с медициной сейчас, да, там тоже большой спор идет в сфере медицины. Но все понимают, что старую систему оставлять нельзя, что она не работает. И это маразм. А новой системе противятся. Тогда ты спрашиваешь, а тогда что делать? Ну, не знаю. Прекрасно, ну как-то ж страна должна развиваться, жить там, что-то менять. И ты там спрашиваешь, вот чем вам не нравится западная система медицины? Ну, там, у нас в Конституции написано, что она бесплатная. Слушайте, вы на заборе можете написать что угодно, но за забором будет то, что есть, а не то, что вы написали на заборе. Бесплатной системы медицины никогда не было в Украине. Всегда она стоила денег.
Ну, для того, чтобы это было эффективно, давайте устроить западную. Да, она дорогая, да, она требует вложений, но она эффективная, потому что у нас те же чиновники, все мы прекрасно знаем, летают то в Амстердам, то в Берлин, то в Мюнхен, то в Израиль, то еще куда-то лечиться просто. Если тут все так хорошо и не надо менять, почему вы летите туда? Ну вот, и мы же нигде не видели, чтобы какой-нибудь там большой миллионер западный прилетал к нам лечиться или подлечиться. Ну, Насіров, до речі, згадуючи його в контексті, під час судового розслідування поїхав не в Олександрівську лікарню в центрі, а в Феофанію. Знову ж таки, або там... На самом деле у него же потом была еще попытка куда-то уехать за границу, Да. а полечиться он пытался там через суд получить разрешение. Ну, да, Феофания. Ну, Феофания, то, ну, по сути, ну, Феофания больница, в которую вкладывается масса денег, но все равно, когда надо что-то лечить серьезное, большинство людей, кто может пользоваться услугами Феофании, летит за границу. И мы это знаем. И мы можем заниматься, конечно, сейчас самообманом, но это... Вы же понимаете, что все равно важно. Ще хотів знову ж таки перейти до ще однієї такої теми стосовно вбивств. От Тимур Махаурі, його машину підірвали у центрі міста, вбивство Аміни Окуєвої, кількість таких от Убийца Павла нападів. Шеремета, это их много. Шеремет, напад на Ігоря Мосійчука, да? Ну, як його кваліфікували врешті-решт, що це напад на Мосійчука Нет, під стінами Експресу. там именно, ну, по сути, сам обстоятельства делают террористический акт. Терористичний акт. Тобто, знаєте, в одній статті побачив такий заголовок, що зараз в Україні відбувається те, що схоже відбувалося у 90-х роках. Тобто без розбірок, без жодних підірвали бомбу, або вбили, або ще якась провокація. Яким чином це зараз можна попередити? І чи можна взагалі це попередити? І як можуть розвиватися далі оці судові тягани? Ну, смотрите, вот вы, в принципе, задаете правильный вопрос, но он в то же время такой наивный. Наївний. Думка суспільства. Как мир борется с проявлениями терроризма, агрессии, агрессивного... Посилюють заходи, попереджають якось, намагаються. Да, а кто это делает? Правоохоронні органи. Вот. Сектор безопасности, правильно. Вот как мы можем бороться? С помощью сектора безопасности, правильно? Ну, у нас сектор безопасности, он очень изменился, то есть много появилось каких-то новых вещей, которые они изучили. Но он еще не на таком уровне, когда, ну, понятно, стопроцентной гарантии ни один сектор безопасности не дает, но в большинстве случаев отрабатывает, да? А когда сектор безопасности начинает пропускать массу вот этих ударов точечных, ну, значит, что-то не так с ним. Значит, надо менять подходы. Ну, если этому смогли научиться все, то и мы тоже научимся. Но для этого надо поменять систему, опять же, реформировать ее. Вот знаете, часто люди там, ну, я так люблю посмотреть, сравнить. Вот у нас в СБУ работает больше людей, чем у американцев в ФБР. Интересный факт. Дуже А цікавий. у них страна А больше. результат? Да, и задачи Підсумки? больше, да. И результаты дают они больше. Да, там. И так далее. То есть это важные моменты, их надо понимать. Ну, мир давно выработал основные правила. Если мы там пытаемся интегрироваться в западный мир, у них есть свои четкие правила, понимания. И это же никто от нас не прячет. Говорит, давайте мы вам поможем, расскажем, как это сделать. Ну, Российская Федерация на данный момент является врагом Украины. И мы от этого никуда не уйдем. И единственное, чем мы можем им противостоять, сильным оборонным сектором и сектором безопасности. Для того, чтобы их развивать, нужна сильная экономика, большие реформы, политическая воля. Другого рецепта нет. Можно пытаться сидеть, выдумывать. Или там есть у нас определенное количество людей, которые могут сидеть, плакать, посыпать голову пеплом и говорить, ой, вот из полиции ушли профессионалы, допустим, один. Но ценность этой полиции была доказана событиями, которые были в той старой полиции и тех старых профессионалов. Было доказано
тем, что произошло в Крыму и что происходит на Донбассе. Это же система и не отработала когда-то. Ще буквально теж коротко вашу думку хотів дізнатися стосовно Шеремета, підриву автомобіля. Ось вже Сергій Князєв днями сказав, що ані підозрюваних, ані виконавців, ані замовників, жодної людини взагалі немає у цьому вбивстві. І попри те, що Хатя Деконаїдзе тоді зверталися до ФБР, але як нам от в ефірі сказав один з радник міністра внутрішніх справ, сказав, що звертались до ФБР, але лише в контексті експертиз. Чесно, деталі експертиз я не пам'ятаю. Врешті-решт, знову ж таки, і хочеться ще згадати розслідування журналістів. Не, ну ФБР же не может приехать вместо нас расследовать. Ну, в контексте, экспертиз потом, да, потому что у них очень сильная экспертиза в плане взрывников. Але попри це результату знову ж таки немає. Ну, я не знаю, что вот смотрите, да, нету результата, но это правильно, это неправильно. Для того, чтобы был результат, над ним надо работать. Но я не представляю себе в какой-нибудь западной стране, что шеф полиции может выйти и сказать, ну, нету у нас результата. Нету, тогда ты пойдешь домой, и на твое место придут другие люди, которые смогут давать эти результаты. Це, як ви сказали, чемпіонат міра стосовно агентів, не буду повторюватися. Дивіться, от ще поточнення. Журналісти, розслідувачі, які одразу почали збирати докази, відео, у них виходило все там на людей, які якимось чином причетні, якщо не помиляюсь, до старої системи МВС. Тут Князєв сказав, що взагалі причетних нема, нікого нема, підозрюваних нема, нічого нема. Тут як можна трактувати цей вердикт? Непрофесіоналізм правоохоронних органів чи все ж таки якісь інші є підводні камені? Надо знать обстоятельства, что в деле написано. Так как я человек, который работал когда-то в правоохранительных органах, я понимаю, что не все мы понимаем. То есть, понятно, Князев может сказать одно, там кто-то другое, но там очень важно, что следователи сделают. А материал журналистов, как окончательное расследование, воспринимать нельзя. Но и брать во внимание тоже надо. Ну, когда следствие идет по таким делам, оно отрабатывает все версии, а потом путем исключения там остается на главном. Что там внутри происходит, никто не знает. Есть для меня, как для простого члена общества, и для вас самое важное, что вышел шеф полиции и сказал, ну, результатов у меня нет. Это нормально или ненормально с точки зрения общества? Це дуже ненормально. Ну, вот и ответ. Это все, что мы можем оценить в данном случае. Потому что сколько там кто бумажек написал, сколько людей допросили, это не важно. Сколько уже? 2 года, да, почти с момента убийства Павла. Резонансное дело, резонансное. Дуже. Оно будет еще дальше давить политическую ситуацию. Обязательно будет. Чем больше не будет результатов, тем больше оно будет давить политическую ситуацию. А если мы каждый раз будем выходить и говорить, ну, нету у нас результатов, это нехорошо. У нас буквально хвилина лишається до кінця ефіру. От ви сказали на початку ефіру, що стосовно суддів, повертаючись до тієї теми, що треба радикально змінювати, а створення антикорупційного суду – це лише маленька ланка. От коротко, будь ласка, поясніть, що це означає радикальна зміна судової системи і чи є вже практика міжнародної? Ну, когда люди будут приходить в суд, и они будут верить решению. У нас же любое решение, даже если правильное решение суд принимает, им не верят. Ну, а если вы одних и тех же людей оставляете судьями, какие бы они правильные решения ни принимали, им не будут верить. Ну, знаете, всегда говорят в бизнесе люди, что ребрендинг гораздо сложнее, чем запуск нового бренда. Так. Как бы, ну, есть, ну, вот, то же самое. Да, суд обязательно должен быть в стране, все, но эти судьи уже все. 26 лет они делали все, чтобы у нас суд не воспринимался.
Я вам дуже дякую за те, що долучилися до ефіру, за коментарі. Бачу, Кричилова, прес-аташе посольства Грузії в Україні у 5-10 роках був гостем цієї години у нашій студії. Одразу проанонсую, що у наступній годині до нас в гості завітає політичний експерт Олександр Солонтай. З ним також підіб'ємо підсумки найгучніших справ і судових розглядів цього року. А за 5 хвилин в ефірі АТР новини Заман з Шевкетом Наматулаєвим. Залишайтесь з нами.